«Круг певческих сердец». Такой украинско-крымско-татарский проект организовали в филиале Национальной оперетты Украины. Вниманию зрителей песни, танцы и инструментальные произведения от представителей двух народов. Детали в сюжете. В этом танце трагедия крымских татар. В основе миниатюры крымская легенда, страшная история, произошедшая на Арбатской стрелке в 1944 году. После депортации села были опустошены, а о крымских татарах на Арбатской стрелке просто забыли. В сентябре местные власти решили исправить свои недоработки. Несколько десятков человек загрузили на баржу и безжалостно потопили в Азовском море. Танцовщицы передают историю, которую без слов поймет каждый. Меня переполняет просто чувство, и очень-очень тронуло все до глубины души и до слез. Все-таки это тоска. Крым наш, Крым Украина. И люди, мы их очень любим. И мы переживаем за их судьбу и за все, что происходит у них. Тым-тым в этом народном танце выразительный каждый сустав, каждый палец, а руки все время поют песню. Дуже маса вражень. Дуже задоволена, що потрапила на цей концерт. Нема слів. Що вам сподобалося? Все сподобалось. Все. На сцене рядом с крымско-татарскими исполнителями и украинские. У нас очень похожая история. Сколько пришлось пережить нашей нации, чтобы обрести ту незалежность, которой мы так добивались. Мы очень понимаем крымско-татарский народ, мы народы-братья, особенно в наше время. Не берем историю, когда сталкивались, когда бывало всякое. Но сейчас мы прекрасно понимаем друг друга. У нас одинаковая история. Нам очень нелегко пришлось. Но мы надеемся, что у нас теперь будет все в порядке, тем более, что Крым наш, и мы будем держаться вместе, а разом мы непереможні. На концерт «Круг поющих сердец» собралось около сотни зрителей. Он длился 3 часа. Организаторы пообещали проводить такие мероприятия чаще. Исмаил Газиев, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.